Все, да? Так, у нас еще несколько минут осталось до начала стрима. Аумага, ассаламу алейкум, варахматуллахи ва баракату. Пишите вопросы свои. Те, которые вопросы мне уже отправили, я сейчас постараюсь на них ответить. Сейчас еще немножко подождем, чтобы другие подключились, и начну отвечать. Кстати, мне тут привезли футболку Юрматы РУ. Я все-таки Юрматы РУнан с Ишимбайского района. Кстати, аул Куйден, родной аул Ахмед Заки Валидин, находится от моего дома в 10 километрах. Поэтому можно сказать, что мы с ним очень близкие земляки. Меня хорошо слышно, нет? Напишите, пожалуйста, в сообщениях. Валейкум ассалам. Вот вижу, первые сообщения уже пошли. Сейчас еще 2 минуты. Начнем, даже минута. Давно не было стримов. Много времени прошло. За это время я уже успел привести семью из Турции, где она ждала, пока мне дадут убежище здесь. Сейчас семья со мной. Аллаха шукр, все хорошо. Так, по поводу донатов на поддержку Башкирского национально-политического центра. Мы сделали вот здесь окошечко от меня справа. Кто желает поддержать Башкирский национально-политический центр, его цели и задачи, его политическую деятельность, пожалуйста, отправляйте. Можно отправлять разными видами, поддержать через PayPal, через криптовалюту. Так, ну все, начинаем. Еще раз, саламу алейкум, варахматуллахи ва баракату, хаумагат хурматли милләттәштәр, кәрдәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Давно не было стрима, вот решил провести стрим, вопросы поднакопились. Так, тут вот первые вопросы от братьев татар пришел. Исян Мессис. Можете ли, пожалуйста, раскрыть вопрос Оренбурга? Просто интересно, как решался бы вопрос со статусом анклава. Это, как всегда, очень больной вопрос. Прежде чем на него ответить, сперва коротко вот еще раз хочу рассказать о том, что произошло в последнее время со мной здесь. Еще раз повторю то, что я перевез свою семью наконец-то, мы воссоединились. Так, что-то у меня пропали комментарии. Сейчас, секунду. Угу. Сейчас, секунду. Да нет. Нет, комментарии пропали.
Успокойся, пожалуйста. Ага. Выбирай. Так, извиняюсь. Так, да, семья сейчас со мной, Аллаху шукур, теперь мне проще здесь заниматься политической деятельностью. Итак, вот по поводу вопросов по поводу Оренбурга. Оренбург это для нас, для башкирского народа, это незаживающая такая кровоточащая рана. Когда-то от нас отсоединили земли, наши башкирские земли. Сразу оговорюсь, что там не полностью башкирские земли, там есть частично казахские земли. И сам Оренбург стоит, как считается, на казахских землях, потому что тот Оренбург, первый Оренбург, за который башкиры проливали кровь, поднимали восстание, чтобы он не был построен, это сегодняшний, по-моему, если не ошибаюсь, Орск. То есть это был старый Оренбург, его потом перенесли. Вот. Так что это наши общие земли между казахами и башкирами. И я надеюсь, иншаллах, когда-нибудь мы все-таки вернем эти земли. Пока не знаю, каким это будет способом. Хотелось бы, конечно, чтобы это все произошло мирно, цивилизованно. Вот. Как будет известно только одному Аллаху. Вот. А с казахами, я уверен, у нас в будущем нас ждут большие дружеские, братские отношения, партнерские отношения, добрососедские. Я думаю, что у нас будет общая граница. Все-таки тюркские страны, тюркские народы должны жить вместе, должны друг с другом контактировать. Также и татары. Я понимаю их желание влить Башкортостан в такую вот конфедерацию под названием Идель-Урал, чтобы через Башкортостан, через Оренбургскую область также выйти внешними границами к Казахстану и тем самым иметь внешние границы. Я бы, скажем, посоветовал бы так татарским нашим братьям усилить, скажем так, свои цели в отношении Самарской области, вот в ту сторону двигаться, да, Ульяновской области, частично Оренбургской области, которая вот граничит ближе к ним. Вот в том направлении двигаться. И тогда бы две республики, Татарстан и Башкортостан, скажем так, соединились бы с Казахстаном, это было бы прекрасно. Вот. А через Башкортостан выходить на Казахстан, присоединяя Башкортостан, башкирские земли, это будет неправильно. И вот в моей группе, тот самый из Башкорт в телеграм-канале, я выложил комментарий одного подписчика, и он правильно говорит, что если татары, скажем так, желают отсоединить башкирские северо-западные районы и присоединить к себе, тем самым они только себе увеличивают проблемы. Во-первых, они сами с запада окружены русскими землями. Это уже конфликтная, да, ситуация, потому что у них западные районы Татарстана населены в большей части русскими. У них есть своя в этом проблема будет, я уверен, после того, как наступит час X. Вот. И я уверен, я знаю, что не получится никак отсоединить северо-западный народ, но даже если вдруг что-то в этом будут какие-то попытки, они наживут врагов и среди башкир, и тем самым они окажутся в кольце врагов. Мы же просто так же, конечно, не простим никому попыток отсоединения наших земель. Так что я думаю, что татарские братья сделают правильные, мудрые, взвешенные решения, как они, в принципе, умеют делать. И мы решим конфликт северо-запада. Кстати, там был. И будем вместе добрососедствовать, вместе жить, поживать, как говорится, и добра наживать. Кстати, там был вопрос по поводу, что делать с теми районами. Вот, сейчас я прочитаю именно
сам вопрос. Так. Насчет северо-запад, как будет решаться проблема с татарами. Ну, я вот уже только что все это объяснил, так что не буду повторяться. Но мне вот этот вопрос вот, хотела затронуть. А, Согласно республиканскому законодательству, вывески, названия населенных пунктов на учреждениях, магазинах, других организациях должны быть на двух языках – русском и башкирском. Но некоторые вывески, указатели, названий населенных пунктов самовольно пишут на местных диалектах. Будете ли бороться с нарушителем закона после прихода к власти в РБ? Так. Что я могу сказать по этому поводу? У меня тут немножко задержки. Сейчас, секунду еще раз. Блин, Дамир, сделай мне, пожалуйста, нормально. А у меня постоянно пропадает. Просто сядь и сделай. Извиняюсь за технические неполадки. Еще никак не можем здесь настроить. Это новые программы. Сейчас меня слышно, надеюсь, да? Так, теперь по поводу вывесок и названий. Когда Республика Башкортостан станет независимой, у нас будет, если мы говорим о независимости республики, о Республике Башкортостан, которая будет самодостаточной, суверенной, не входя в состав какой-либо федерации, то у нас не будет русского языка как государственного. Государственный язык, русский язык будет как язык межнационального общения. Государственный язык будет только башкирский. Но
Плюс дополнительно в тех районах компактного проживания тех или иных национальностей, татар, чувашей, марийцев, удмуртов и других, там местные власти, местное самоуправление смогут использовать свой язык в вывесках, в документообороте, ну и так далее. То есть это же прекрасно, когда ты заезжаешь в какой-то удмуртский район, да, или в удмуртскую там деревню, и там все на удмуртском языке. Это же прекрасно. Но, естественно, будет также дублироваться на государственном башкирском языке. Это естественно, потому что государственный язык будет башкирский. В остальном никакого ущемления в языках, еще раз говорю, в местах компактного проживания тех или иных народов не будет. Так, следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своей команде. Сколько так, ну, по поводу нашей команды. Как вы, наверное, уже заметили, что основное лицо, которое выступает от имени Башкирского национально-политического центра, являюсь я. Но это не говорит, что только я один. Нас много. И вы уже видели, наверное, что несколько человек уже открыто выступили в поддержку Башкирского национально-политического центра. Это был и Руслан Сулейманов из Канады, да? Это был и Константин Чадлин из Эстонии. Вот сегодня Ильшат Киньебаев из Германии сделал видеообращение. Помимо них есть люди, которые пока не хотят светиться, но они в нашей команде, их достаточно много. Там есть и художники, графисты, компьютерные, скажем так, айтишники, там есть юристы, там есть у нас переводчики, которые переводят с английского языка, с французского. Есть башкирские филологи, которые составляют тексты на башкирском языке прекрасно. Есть мусульманские деятели. Так что у нас команда большая. Я думаю, что, может быть, не так долго осталось до того момента, когда мы, скажем так, объявимся, заявим о себе достаточно громко. Потому что ну, мы пока еще дозреваем, скажем так, да, чтобы стать субъектом, политическим субъектом от башкирского народа. Ну и будут сделаны соответствующие заявления. Пока торопиться не будем с этим. Я думаю, что всему свое время. Вот пока наша задача это привлекать как можно больше, скажем так, сторонников. Наш центр, Башкирский национально-политический центр, как можно больше сторонников в Республике Башкортостан. Среди всех народов, я еще раз повторяю, не только башкирского, но и русского, и татарского, и удмуртского, и всех других народов, которые поддерживают наши цели и задачи, поддерживают нашу башкирскую построение башкирской политической нации. Так. Когда возвратишься обратно, на что ты там живешь, работаешь? Назад в Республику Башкортостан я вернусь только когда рухнет режим Путина. Потому что, ну, раньше возвращаться смысла нету. Я, как и Заки Валиди, не верю в то, что меня ждет там какое-то прощение или что-то. Я уверен сразу, что если я только появлюсь там, меня сразу же посадят. Заки Валиди правильно делал, что не верил, не поехал, хотя ему предлагали. Я точно так же, я буду ждать, пока режим Путина не рухнет. Не только ждать, но и работать над этим. Как только режим Путина рухнет, я вернусь, естественно. Естественно, вернусь, потому что я за то, чтобы те люди, которые предлагают какие-то проекты, чтобы они и реализовывали эти проекты ну, в дальнейшем, в соответствии с теми целями и задачами, которые мы ставим. Вот.
Но я сразу говорю, что я себя не вижу никаким руководителем Республики будущем Башкортостана, президентом там или кем-то. Нет, я считаю, что есть более достойные люди. Мало того, я уверен, что когда наступит час X, когда произойдут революционные изменения на политическом поле Республики Башкортостан, появится много, очень много новых лиц, идейных, хороших людей. Ну, это как вот можно сравнить с эффектом Куштау, да, мы узнали, в Республике Башкортостан узнали о многих ранее неизвестных лицах, которые громко заявили о себе, начали вести какую-то общественную деятельность. Сейчас они достаточно известные лица. И я уверен, что то же самое будет и после часа X. Появятся новые люди, будут новые идеи. Я уверен, что найдутся более достойные люди, которые смогут возглавить Республику Башкортостан, создать команду. Я себя вижу максимум там, да, какую-то, возможно, я буду какую-то руководить, создам какую-то партию националистическую, башкирскую национальную националистическую партию, потому что такие тоже нужны, и они у нас будут разрешены, так как у нас будет демократия. Вот. Возможно, какую-нибудь организацию общественную буду возглавлять, но не более. Вот. Так что я обязательно вернусь. Следующий вопрос. Насколько помню, Боо Башкор в свое время активно боролся с алкоголизмом и пропагандировал трезвый образ жизни. Вопрос. Какие меры в этом направлении предполагается принимать в прекрасном Башкортостане будущего? Как вы относитесь к сухому закону? Считаете ли вы такую меру эффективной и оправданной? По поводу Боо Башкорт, ее действий в сфере вот запрета алкоголизма и так далее, да, мы не запрещали продавать алкоголь, да, то есть мы не боролись с этим, с продажей, мы боролись с продажей, имеется в виду в магазинах, мы боролись с нелегальным алкоголем, хотя я за то, конечно, чтобы и в магазинах не продавался. Ну, во-первых, почему Боо Башкорт не боролся с тем, что чтобы в магазинах не... Потому что мы не имели таких, ну, скажем, полномочий, да, то есть каких-то. Мы могли бороться с нелегальными, которые продавали суррогат, от которого очень много умирало людей. Да, вот. Но я за то, конечно, чтобы и в магазинах тоже не продавалось. Но я не за то, чтобы запрещать. Вот возьмем пример в Турции. Я прожил несколько месяцев в Турции, видел, там в магазинах нету алкоголя. Но есть магазины, где отдельно продается алкоголь. Он там не запрещен, но народ просто не пьет. Вот кто был в Турции, они могут подтвердить. Огромное количество кафешек. Все сидят, турки сидят, пьют чай. В основном пьют чай. Ну, бывает пьют там кофе, да, ну кофе еще турецкий любят. Все. Я не видел, чтобы там кто-то пил пиво, молодежь, чтобы сидела, пила пиво. Нет, даже кальяны практически не курят. Очень редко. Это почему так? Потому что там образ жизни такой. Там все это на государственном уровне преподносится так, что алкоголь он не нужен, нельзя, он не нужен. Там мусульмане живут, да, для которых алкоголь это харам. Я надеюсь, что у нас в будущем Башкортостане, в свободном Башкортостане, я не люблю называть светлый Башкортостан, там, прекрасный будущий Башкортостан, там, и так далее, как это делают навальнисты. Я предлагаю называть его свободный Башкортостан, да. Вот. Я считаю, что там у нас, алкоголь, возможно, будет продаваться в каких-то специализированных магазинах, а в таких магазинах, ну, зачем он нужен? Все беды от алкоголя, все. Убийства, изнасилования, драки пьяные, воровство, ссоры в семьях, все из-за алкоголя. Так что это вред большой. Вот. Но я против запрета как такового его продавать, потому что запретом ничего не добьешься. Тут очень часто спрашивают, на какие деньги я живу. Сейчас вот я еще отвечу вот этот последний вопрос о себе, да, своих личных каких-то,
о своем личном жизни, да, и потом перейдем к общему. Я живу на то, что я зарабатываю. Во-первых, так как я получил политическое убежище, мне выплачивают небольшую компенсацию от государства, 300 евро в месяц, плюс мне частично покрывают аренду квартиры. Немного, но покрывают. Да, это там около 150 евро в месяц тоже. Остальные деньги я зарабатываю. Я работаю сборщиком мебели. Поэтому деньги, которые там я зарабатываю, мне хватает. Я не живу шикарно, у меня нету машины здесь, да, я там не езжу куда-то отдыхать. Но этих денег хватает, чтобы прокормить семью и снимать аренду. Так что все нормально. И ни на какие спецслужбы никто мне не платит. Я вас уверяю в этом. Так, еще вопросы, потом уже перейду к тем вопросам, которые здесь в чате пойдут. Так, считаете ли вы, что деятельность Рамили Саитовой принесла башкирскому национальному движению и башкирскому народу в целом хоть какую-то пользу? Если абстрагироваться от того, что она героиня, патриотка, мученица и искренне верит в то, что говорит и делает, польза от этого какая-то есть? Если да, то какая? Рамиля Саитова. Очень известная башкирская общественная деятельница. Деятель. Я ее знаю давно, еще со времен Кукбуре. Я и считаю, что у нас всегда были, ну, по-разному отношения. Когда-то она меня там и бывало мочила. Так что нормально все. То есть я считаю, что это один из, скажем так, великих наших сегодняшних, нынешних деятелей. Да, очень эпатажная, но очень умная. Очень умная. Ее юридические процессы можно, если по истории там, да, башкирского национального движения проследить, она много где выступала в качестве адвокатов, нас защищала, а меня, Фаиля и многих наших ребят с организации Башкорт и с организации Кукбуре. Она защищала в суде честь имя Ахмед Заки Валиди. Она и Карнашпан защищала достаточно успешно. Так что она очень много пользы принесла. Ну, есть в ней эпатаж, да, то есть, ну, может быть, таким способом она привлекает внимание, но я не считаю в этом ничего плохого. Единственное, что мне тогда вот не понравилось, и я открыто это высказывал, о том, что Рамиля Саитова вместе с Альфией Узянбаевой объявили о том, что они являются теперь правительством, временным башкирским правительством, так как башкирское правительство 1917 года было арестовано в Оренбурге, якобы, вот, и с тех пор, как бы, да, то есть, ну, немножко, как бы, странно слышать такие основания, да, то есть, нового правительства, возобновления нового правительства, да, пусть даже и временного. Во-первых, правительство, его должен кто-то выбрать. Я считаю, что наше то правительство 1917 года, оно было легитимное, естественно, и свои действия не прекратило после ареста в Оренбурге. Мало того, на все наше это башкирское правительство было спасено налетом казаков и башкирского отряда Амира Карамышева. И после этого это башкирское правительство создало Республику Башкортостан, то есть, точнее, это все было, скажем, Республика Башкортостан была создана на третьем всебашкирском Курултае, да. Там же было и объявлено о башкирском правительстве. Но факт в том, что башкирское правительство не могло тогда было быть прекращено в тюрьме в Оренбурге. Оно после этого действовало, оно после этого создало республику, оно после этого много еще выпустило актов, было соглашение между башкирским правительством и советским правительством. Как вообще это можно вычеркнуть, что ли, с истории? Ну, немножко непонятно. Я считаю, что это просто эпатажное было действие со стороны Рамили Саитовой. И еще раз, заканчивая тему про Рамилю Саитову, я ей желаю как можно быстрее восстановиться, как можно быстрее включиться в башкирское национальное движение, в работу башкирского национального движения. Я уверен, что она принесет еще много пользы. Я уверен, что в свободном
о Башкортостане в будущем, она принесет еще очень-очень много пользы для башкирского народа. Я, по крайней мере, в это верю. Я надеюсь, что все-таки мы не будем конфликтовать, потому что я считаю, что у нас нет причин для конфликта. Мы все хотим, чтобы наша республика Башкортостан стала суверенным, свободным, независимым государством, где полновластным хозяином стал бы весь многонациональный народ Республики Башкортостан. Так, ну, дальше. Как вы считаете, Салават Юлаев действительно наиболее достойный в ряду предводителей башкирских восстаний? Оправдано ли, что он воспет больше, чем все остальные вместе взятые? Салават Юлаев для башкирского народа это душа башкирского народа. Хотя я считаю, что на одном уровне вместе с Салаватом Юлаевым есть еще один человек, это Заки Валиди. Это вот две личности, которого очень высокого уровня. Почему Салават Юлаев больше воспет, больше стал известен во время Пугачевского восстания, хотя в тот момент, по-моему, да, более 40 старшин, предводителей родов, башкирских властей перешли на сторону Пугачева. Дело в том, что Салават Юлаев пошел до конца. После того, как Пугачев был разбит, схвачен, уже казнен, башкирское национальное движение, башкирское восстание еще продолжалось на территории Республики Башкортостан, ну, на территории башкирских вот этих вот земель. Вот. И Екатерина II, скажем, потрясенная вот этим размахом восстания, да, вот этими разрушениями, которые принесло это восстание, она решила не бороться в дальнейшем с башкирами, потому что практически, я еще раз повторяю, весь башкирский народ перешел на сторону Пугачева. Огромное количество. То есть, если воевать, то надо было бы воевать со всем народом. Вот. И она сделала мудро. Она сделала воззвание к башкирам, чтобы они принесли повинную. Она прощала им там все их, да, то есть грехи, которые они совершили в восстании, во время восстания. В общем, она обещала помиловать всех. Повинную, говорит, принесите, как бы, да, и все. И она оставляла все за башкирами, то же самое. Все привилегии, вот тем же старшинам оставляли, то есть они оставались на тех же самых местах, на своих. И практически все повинились. Ну, потому что поняли, что уже восстание проиграно, смысл в дальнейшем каком-то обострять, да, то есть вести боевые действия, в дальнейшем смысла уже не было. Ну, царское правительство на тот момент победило. И практически все принесли повинную, кроме Салавата Юлаева. Салават Юлаев отказался принести повинную, еще долгое время сопротивлялся со своим отрядом, был схвачен и в итоге отказался даже, когда был схвачен, отказался принести повинную, за что и был наказан, да, сослан на вечную каторгу вместе со своим отцом. То есть он пострадал за всех. Плюс к тому же, да, в отместку за это сожгли его родную деревню, сожгли близлежащие еще, по-моему, около 7 деревень, запретили его именем называть вообще детей, вообще его имя было под запретом долгое время, но, как мы уже видим, вообще в народе вытравить память о ком-то очень практически невозможно. Поэтому Салават Юлаев остался в памяти. И на сегодняшний день, ну еще и советская власть, конечно, его подняла. Хотя я говорю, что были намного как бы и круче на тот момент. Был Кинзя Арасланов, который был, вообще возглавлял полностью все башкирское, скажем, войско, да. Был Каранай Муратов, который не потерпел ни одного поражения. Было много различных старшин известных. Но остался в памяти Салават Юлаев. Почему? Потому что, еще раз говорю, что он пострадал за всех. Именно этим он отложился в памяти. Ну, еще плюс то, что он был самый молодой, на тот момент предводителем. Советская власть, схватив вот этот образ героя, вознесла его. Но я считаю, что почему? Салават Юлаев достоин того, чтобы быть нашим национальным героем. И Аллаху шукр, что у нас такие национальные герои есть.
Так, теперь по поводу сообщений, которые здесь набежали. Так, подождите, еще вот здесь был какой-то вопрос у меня. Вы говорили, что после обретения Башкортостаном независимости планируете вернуться на Русь. Так, нет, это я уже на это ответил. А по поводу вопроса по поводу Артура Идельбаева. Поддерживаете ли вы с ним связь? Нет, с Артуром Идельбаевым я связь не поддерживаю. Как я к нему отношусь? Но я пропущу этот вопрос. Это, я считаю, что он очень умный. В свое время очень умный человек, в свое время сделал очень много для башкирского народа, поэтому я не хочу обсуждать о нем ничего. То, что сейчас, какое у него отношение к власти, это... Но я не слышу, по крайней мере, чтобы он выступал в поддержку войны в Украине. То, что он поддерживает Хабирова, но это его дело. Многие поддерживают. Главное, чтобы он не делал вреда башкирскому народу. Вот это самое главное. Теперь надеюсь, что я ответил по поводу Артура Идельбаева. Так. У меня вопрос. Как вы относитесь к появлению на карте бывшей России сибирской державы? Отлично отношусь. Я за то, чтобы появилась Сибирская республика. Я за то, чтобы появилась Уральская республика, Дальневосточная республика, чтобы появилась Казачья республика, Ингерманландия, ну и другие республики, если те или иные регионы захотят, скажем так, создать свои республики, отделившись от имперского центра. Нет, это всеми руками за поддерживаю. Потому что почему сибиряки, которые не знают даже, где эта Москва находится, потому что там, возможно, никогда в ней и не будут, но исправно платят дань Москве, а Москва распоряжается ресурсами сибирской, да, Сибири, вывозит леса, продает его к Китаю, а в самой Сибири нет дорог нормальных, нет инфраструктуры. Я думаю, что сибиряки сами достойны распоряжаться своими ресурсами, своими богатствами. И тут я вот, кстати, недавно у себя на канале писал, есть такая известная поэтесса, политик, политолог Алина Витухновская. Она тут писала о том, что в будущем, в будущей России, она верит, что Россия сохранится, что будет там, правда, надо будет федерацию якобы обновить, но надо будет сохранить всю Россию. Вот она говорит о том, что в будущем, чтобы поднять доходы россиян, надо будет, безусловно, базовый доход каждому отчислять россиянину от природных ресурсов. Так вот, я задаюсь вопросом, с какой стати сибиряки свои несметные богатства природные должны там, вот этот доход от этих богатств, от этой нефти, от газа, от леса, который там, от залежи урана, там, золота и так далее. Почему башкиры, да, от своих природных ресурсов должны отчислять москвичам какой-то там доход? С какой стати? Вы с нас много веков сосете, высасываете все природные ресурсы. Вы уже вывезли, по-моему, миллионы и миллионы кубометров древесины, миллионы там тонн кубометров там баррелей, да, нефти, кубометров газа, тонны золота и так далее. С Якутии алмазы, наверное, уже тоннами, наверное, вывезли. Что имеет Якутия? Ничего не имеет. Они даже мост им не могут никак построить до сих пор, хотя уже в 21 век. Так что, увы, вы будете сами себе добывать на пропитание москвичи, рязанцы, тамбовцы, а башкиры будут пользоваться сами своими ресурсами, сибиряки будут пользоваться сами своими ресурсами, ну и как и остальные республики, которые создадутся на территории постсоветского пространства. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Так. Не надо впадать в национализм. Но мы националисты. Так, есть ли еще вопросы? Давайте. Есть желание получить гражданство Литвы? Нет, желания такого нету, потому что
Я благодарен правительству Литвы и литовскому народу за то, что они предоставили мне политическое убежище, но я рассматриваю здесь свое проживание как временное, потому что я даю сколько? 2 года максимум до того момента, когда режим Путина рухнет, когда начнутся перемены в России. Я уверен, думаю, что через 2 года я уже приеду, вернусь в свою родную республику. Максимум 2 года, потому что дальше этот режим не выдержит. Запас прочности у него такого нету. Вот. Какие нужно расклеивать листовки в Республике Башкортостан? В телеграм-канале Башнацполит и, кстати, ссылка в описании он будет, ссылки на него, Башнацполит и мой личный телеграм-канал, тот самый из Башкорт, там периодически выкладываются листовки, которые желающие могут расклеивать. Конечно, нужно это делать, соблюдая все меры безопасности, но я бы, скажем так, призвал бы вас расклеивать эти листовки, пробуждать народ, вовлекать его в политическую деятельность, вовлекать его в решение судьбы Республики Башкортостан, потому что только мы, жители Республики Башкортостан, ответственны за нее. Никто не придет, наши проблемы не будут решать. Ни с Кавказа, ни с Москвы, ни с Украины. Мы сами будем решать свои проблемы. И мы не должны оставлять нашу Республику Башкортостан на растерзание московскому варью, вот этому олигархату, его ставленникам, таким как Хабиров, таким как Назаров, которые пришли туда, ну, я думаю, что только воровать, не больше, которые посылают наших башкирских парней на убой. Еще это преподносит это как что-то нужное. Так. Дальше. В Башкирии русских и татар в разы больше. Ни один татарин не позволит вам быть независимым и творить тут свои законы. Написал это какой-то Александр. Я на глупый вопрос даже отвечать не буду. Как говорится, мы даже спрашивать у вас не будем, что вы нам позволите творить, а что нет. Так. Если ты не хочешь занимать определенную политическую должность в будущем, то, может, станешь послом Башкортостана в Литве. Может быть, и стану. Это как решит руководство Республики Башкортостан. Дай бог. Не нужно называть патриотов, называть националистами. Богданов упорно называет себя националистом. Это же помогает кремлятине наклеветать на вас. И еще раз повторяю по поводу националистов. Кто такие националисты? Вот здесь, на Западе, националист – это вполне нормальный человек. Есть национальные партии, националистические партии, которые и выигрывают даже выборы и становятся во главе там парламентов, да, как считается, самые большие занимают места. Так что националисты – это по-другому патриот, человек, который любит свою родину, свою нацию, свою культуру, свои традиции, свой язык. Он, настоящий националист, не ставит свою нацию выше других. Он не нацист, не надо путать с нацистом. Ну и ниже он не ставит свою нацию. Это вот он свою нацию просто любит больше, но другие нации он не принижает. Националист – это человек, который готов отдать жизнь за свой народ, за свою страну, за свою республику. Вот кто такой националист. Еще раз. Это, ну, патриот слово сейчас уже, знаете, связано больше с ватниками. Националист – это вот патриот, да, в настоящем смысле этого слова.
патриот своей родины, своего народа. Как еще вам объяснить? Националист — это неплохой человек. Это человек, который будет бороться за свою страну. Если бы не националисты Украины, сейчас Украина лежала бы в руинах и давным-давно уже сдалась бы на милость захватчиков, рашистов. Ты умеренный националист или ультранационалист? Я умеренный националист. Умеренный, наверное, националист. Теперь по поводу предстоящих каких планов. Завтра уже начинается антивоенный конгресс, который проводит форум «Свободной России» здесь, в Литве. Я зарегистрировался, буду принимать участие в этом конгрессе. Но, конечно, выступать я там не буду. Слово мне там не дадут. Но послушаю, туда приезжает Арестович, постараюсь с ним встретиться. Туда приезжает крымско-татарский лидер Чубаров. Постараюсь с ним встретиться. Не знаю, получится или нет, но в планах есть, конечно, хотя бы перекинуться пару словами. В дальнейшем мы также планируем здесь открыть политклуб. Здесь в Литве от Лиги свободных наций, куда входит также наш Башкирский национально-политический центр. В этом политклубе мы будем обсуждать разные вопросы политические, приглашать различных деятелей, в том числе и от либеральной оппозиции. Будем задавать им вопросы, неудобные вопросы будем задавать, чтобы они говорили о своих планах в отношении будущего России. Потому что в последнее время, как мы замечаем, либеральная оппозиция все больше и больше открывает свое истинное лицо. Дело в том, что у нас, то есть, видно, да, по их заявлениям о том, что они хотят максимум, что они сделать. Они хотят только убрать Путина, остаться вместо него, стать, а в дальнейшем решать проблемы каких-то других народов, проживающих на территории Российской Федерации, вместе со своими республиками, они не хотят. Они не хотят давать свободу, независимость республикам. Я так понимаю, что они, скорее всего, даже с оружием в руках готовы будут отстаивать, да, целостность России. Вот эти вопросы я бы хотел им задать, услышать от них ответы. Вот. Вот Ходорковский, да, приютил у себя Мурзагулова. Когда ему Рияз Исхаков, наш башкирский кинорежиссер, задал вопрос по поводу того, почему он взял к себе Ростислава Мурзагулова, ведь он здесь, в Республике Башкортостан, будучи на постах каких-то там, занимая должностные посты, давил оппозицию, давил свободу слова, преследовал национальных деятелей, в том числе организацию Башкорт, преследовал защитников Куштау, лично на меня он писал заявление в ФСБ и в прокуратуру. На что Ходорковский ему ответил, мол, самое главное, он заявил свою антивоенную позицию. Мне, говорит, этого достаточно. А то, что у вас там было в республике, ну, как бы это ваше. То есть, ну, как бы решайте сами, да. Вот это и есть лидер либеральной оппозиции. Пожалуйста. То есть, о чем можно говорить, какие можно сделать выводы, когда они придут к власти, что будет с нами. Ну, ничего не будет. Он поставит этого же Мурзагулова главой республики, да, назначит нам, и все. Оно нам надо? Я уверен, что нам этого не надо. Мы уже прекрасно знаем, кто такой Мурзагулов. Так. Как нам возвращать этнических башкир в Башкортостан из других стран и регионов? По поводу возвращения башкир. Я думаю, что должна быть проработана программа. Когда-то такая программа была во времена Рахимова, но она, я сейчас скажу так, что слабенько, наверное, сработала. У казахов очень хорошо сработала такая программа. У них есть такие оралманы, казахи, которые проживали за территорией, за пределами Республики Казахстан, в большей части в Монголии. И их больше миллиона вернулось в Казахстан, переселилось.
там работала программа. Я думаю, что такая программа должна работать. Нужно всем башкирам, которые проживают за пределами Российской Федерации сегодняшней, а также которые проживают в Саратовской области, в Самарской области, в Пермском крае, на севере очень много проживает, да, в Ханты-Мансийске, особенно в Сургуте очень много башкир проживает. Всем им нужно предоставить возможность приехать, вернуться в Республику Башкортостан, предоставить рабочие места. Возможно, какая-то программа будет помогать им финансово, частично, да, чтобы вернулись. Особенно тем, кто проживает за пределами Российской Федерации. Вот 50 тысяч, по-моему, башкир живет в Узбекистане. Не знаю, захотят ли они вернуться, но предложить надо. Но я за то, чтобы вот башкиры Самарской области, Саратовской области переехали вообще оттуда. Потому что они рано или поздно ассимилируются там. Это 100%. Они уже сейчас практически ассимилировались. Их все меньше и меньше. С каждой переписью населения их становится все меньше. Я против, чтобы переселять из Челябинской области и Оренбургской области. Но из Самарских, Саратовских областей я бы переселил бы. Ну, естественно, по их желанию. Вот. Еще раз говорю, потому что они там просто исчезнут. А здесь они, по крайней мере, смогут влиться в нашу башкирскую нацию. Вот. А вообще такая программа должна работать по переселению башкир. Нам здесь как минимум надо, чтобы более 50% башкир встало в Республике Башкортостан. В Канаде 300 тысяч башкир. Ну нет, такого нет, я сомневаюсь. Фидан Кубагушев, мой друг из Кукбуре. Заки Валиди был красным командиром, который отправлял башкирские части на польский фронт на Украину. Да, было такое. Было, потому что это было в результате соглашения с советской властью. В результате признания советской властью нашей Башкирской республики. Это была та жертва, на которую пошел Заки Валиди и башкирское правительство. Я напомню вам, что после того, как Колчак, когда он захватил власть, свергнув правительство, которое в тот момент было, да, в сибирском правительстве, объявил себя верховным правителем, и своим указом он ликвидировал все национальные правительства, в том числе и башкирское правительство, и захотел подчинить, расформировать все башкирские части, которые были, да, у башкирского правительства. Ну, и он не признавал независимость вообще какие-либо национальные республики. Это была его большая ошибка. Самая главная цель у нашего башкирского правительства была сохранить свою республику, которая на тот момент уже 1,5 года как существовала. И башкирскому правительству во главе с Ахмед Заки Валиди ничего другого не оставалось, чтобы пойти на соглашение с советами только ради того, чтобы сохранить Башкирскую республику. Это был плод той борьбы, сколько уже на тот момент башкир положило жизни на эту, чтобы эта республика у нас существовала, осуществилась, жила, и какой-то там Колчак, чтобы нас ликвидировал своим указом. Мы на это были не согласны. Поэтому Заки Валиди пошел на соглашение с советами, было подписано соглашение, да, 20 марта 2019 года, когда нашу Башкирскую республику признали. Подписано было соглашение между двумя равноправными правительствами. Башкирским правительством, советским правительством. Там так и написано соглашение, да? И по этому соглашению башкиры должны были участвовать уже на стороне Красной Армии, подчиняясь ее командованию. И, естественно, так как потом война шла и на Польском фронте, и в Петрограде против Юденича, там башкирским частям пришлось участвовать. И то Заки Валиди в своих воспоминаниях пишет, что он максимально старался оттягивать момент отправки башкирских войск туда, потому что он прекрасно понимал, что без башкирских войск башкирское правительство у себя в республике будет не защищено. Но так как было такое соглашение,
пришлось отправить. Рано или поздно пришлось отправить. Так что, Фидан, ты не прав здесь. Да, отправлял, но что делать? По крайней мере, мы сейчас живем в Республике Башкортостан. Это, напомню вам всем, что это единственная республика, которая из всех сегодняшних существующих республик в составе Российской Федерации, которая была создана волею народа. Все остальные были созданы декретами из Москвы. Так, еще что я хотел сказать по поводу будущего Башкортостана, в том, что будет. По поводу, мне многие говорят, да, что я постоянно говорю там о войне, о гражданской войне, о том, якобы я призываю к этой войне. Нет, вы не найдете ни одно видео, ни один пост, где я призывал к войне. Я говорю о том, что эта война, скорее всего, наверное, я так даю, что более 90%, что она будет. Насколько сильная она будет, насколько она будет массовой, кровавой, я не знаю, но, скорее всего, будет гражданская война, потому что противоречия в обществе очень большие. Очень много путинистов, очень много сторонников сегодняшнего режима, этого явно фашистского режима. Вот. И когда произойдет час X, вот эти вот реваншистские настроения, они возобладают у многого, ну, большей части общества, да, и нам придется с ними бороться, потому что они захотят вновь вернуть единую Россию, вот эту вот имперскую политику, когда подавляется все инакомыслие, подавляется все национальное. Вот, а мы не допустим больше возврата такой империи, поэтому придется воевать. Так что я не призываю гражданского. Я вообще был бы рад, если бы этой гражданской войны не было. Но, увы, я чувствую, что все к этому идет. Гражданская война – это противоречия, классовые, идеологические противоречия, да, между собственным населением. У нас, к сожалению, даже свои же башкиры, многие боятся услышать про независимость Башкортостана. Многие не верят в это, говорят, что ах, елки-палки, как мы, башкиры, сможем прожить в независимом Башкортостане, как такого невозможно. Многие боятся слова «азатвык», да. Я им всегда говорю, считаете ли вы башкир, ну, хуже узбеков? Все говорят, многие говорят, нет. Считаете ли вы башкир хуже молдаван, допустим? Многие говорят, ну, нет, конечно. Тогда почему молдаване, узбеки, киргизы, казахи могут жить в своих независимых государствах, и никто не просится обратно, заметьте, как бы им тяжело не жилось. Почему мы, башкиры, не можем? Еще раз повторяю, что многие говорят, что Башкортостан будет окружен, да, то есть Россией, внутри России. Еще раз повторяю, что на тот момент, когда произойдет час X, не будет уже России. Той, которую вы сейчас все представляете, которую сейчас вы все видите на картах, не будет. Будет десятки государств разных, таких как Уральская республика, Сибирская республика, Московская республика, которые каждая сама будет решать свой статус, свои политические, экономические проблемы. Среди них будет Республика и Башкортостан. Вот что нас ждет в будущем. И там именно Башкортостан найдет свое место как независимое государство. Я уверен, что мы построим договорные отношения без каких-либо центров, без каких-либо Москвы, там, да. Мы сами с Татарстаном, с Челябинской областью, со Свердловской областью, с Хабаровским краем, с Республикой Казахия, там, да, с Чечней. Мы построим со всеми договора и будем сами без какой-либо прокладки, такой как Москва, налаживать экономические отношения, политические отношения. Это не только с будущими постсоветскими республиками, но и с другими странами, такими как Турция, Казахстан, Англия, США и так далее. Так что
той России, о которой вы все говорите и которую вы все так боитесь, ее не будет. Ну да, нам придется, конечно, первое время приложить массу усилий, чтобы отстоять свою независимость. Но я думаю, что мы справимся. У меня время подходит к концу. Если есть какие-то вопросы, задавайте еще, потому что уже еще на один, может быть, два вопроса отвечу, и все на этом. Что нужно сделать, чтобы башкиры создали мононациональные семьи и не выходили замуж и не женились на русских и других нациях? Я уже писал об этом, говорил. У меня статья выходила. «Миссия националиста» называется. Конечно, я за то, чтобы были моноэтнические браки, чтобы башкиры женились на башкирках, а башкирки выходили замуж за башкир. Вот. Но жизнь такова, что представители разных национальностей влюбляются, женятся, создают семьи с представителями других национальностей. Такое бывает и очень часто. Хотя по статистике башкиры и чеченцы меньше всего создают межнациональные браки с русскими. Это, статистика такая. Больше всего с татарами, меньше всего с русскими. Так вот, те люди, которые все-таки, да, то есть выходят замуж там или женятся на представителях другой национальности, башкиры наши, да, у них, если они националисты, у них есть миссия. Я считаю, что они должны нести свою миссию. А в чем эта миссия заключается? Заключается эта миссия в том, чтобы, допустим, возьмем башкирку, которая вышла замуж за русского. Ее миссия заключается в том, чтобы она воспитала детей башкирами, чтобы она привила им любовь к нашей культуре, к башкирской культуре, к традициям, к истории, да, к музыке, ну и так далее. Чтобы когда выросли дети, чтобы они себя осознавали, ощущали башкирами. Пусть, да, отец русский, но себя, чтобы они ощущали именно башкирами. Но и даже тогда миссия этой башкирской националистки не будет выполнена. Дело в том, что миссия будет выполнена только тогда, когда дети ее, которые от межнационального брака вырастут и осознают себя, ощутят себя башкирами, только когда они возьмут в жены или женятся на башкирах, и уже родятся у них дети, получается, на 3/4 башкиры, вот тогда ее миссия будет закончена. Она получается, что она ассимилирует, вот эта женщина, которая изначально башкир, которая вышла замуж за русского, она ассимилирует русского в башкирском народе. Ее дети станут башкирами, ее внуки будут башкирами. Вот это миссия. Так что все зависит от стержня, который сидит в башкире или в башкирке, в его национализме, в его идеологии, которой он пропитан, этот человек, как вырос в башкирской национальной среде. Вот эту миссию нужно соблюдать нам всем. Я считаю так. Где, по твоему мнению, сейчас ядро башкирского национализма, где живут самые сильные башкиры? Я думаю, что сильный башкир может появиться в любом месте. Вне зависимости, это будет ли это Бурзянский район, или это будет Туймазы, или это будет Уфа. Кстати, в городах башкирские националисты тоже достаточно очень сильные. Пусть даже выросшие в русской среде, не знающие башкирского языка, плохо знающие башкирскую культуру, но там тоже бывают очень сильные башкирские националисты. Вот как пример Азат Сальманов, да, основатель Кукбуры. Я вырос в Ишимбае, рос в русском селе, очень плохо практически был знаком с башкирской культурой. Родители у меня, допустим, мать у меня сирота, да, она воспитывалась в детском доме, поэтому она, да, она хорошо знала башкирский язык, она с отцом разговаривала на башкирском языке с моим, но как таковой культуры башкирской они не впитали и мне не передали.
Я рос в русскоязычной среде, в русском селе. У нас, когда я учился, не было башкирского языка. Я как бы понимал прекрасно башкирский язык, но не разговаривал. И только к 30 годам, когда я вошел в башкирское национальное движение, я стал говорить на башкирском языке. Сам научился. Ну и то не так хорошо, конечно, но стараюсь. Тырышам сөйлешерге башкирца, тіл хындырып, как говорится, да. Вот. А так, поэтому я говорю, но я башкирский националист. Я познал ее башкирскую, стал башкирским националистом через культуру, через который сам начал приобщаться, через историю башкирскую, которую очень много читал. Очень много в этом помогли и передачи Салавата Хамидуллина, спасибо ему большое. Так что сильный башкирский националист, сильный в плане стремления к национальному государству, башкорты пересекли, к сожалению, черту невозврата, и теперь эта проблема неразрешима. Мы не создаем национальное государство. Мы создаем государство Башкортостан, где будет, скажем, руководить всем башкирской политической нации, которая именно хозяином Республики Башкортостан будет весь многонациональный народ. Башкирская политическая нация, куда будут входить все народы, проживающие на территории Республики Башкортостан. Мы не строим мононациональное государство, это невозможно, учитывая, что у нас 30%. Вот. Поэтому рулить Республикой Башкортостан будет весь его многонациональный народ и его представители этого многонационального народа. Так что ни о каком мононациональном государстве речь не идет. Мы строим башкирскую политическую нацию. Заканчивая, я призываю вас поддержать наш Башкирский национальный политический центр. Там в ссылке прикреплены способы, через которые можно отправить нам средства. Эти деньги пойдут на развитие нашего проекта, на поддержку активистов этого Башкирского национального политического центра. Я думаю, скоро мы уже сделаем более большие какие-то заявления, большие какие-то действия будут, о которых вы все услышите, узнаете. Так что поддержите нас, буду всем вам признателен. Вы поддерживаете не меня, вы поддерживаете наш единственный на сегодняшний, к сожалению, пока Башкирский национальный политический центр, вообще башкирский какой-то центр, который на сегодняшний день существует за пределами Российской Федерации. Других больше нету, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы появились еще какие-то политические проекты, появились лидеры башкирские, да, которые бы не только бы вот я бы, да, говорил от имени башкир, но и другие люди говорили бы, несли бы какую-то идеологию, боролись бы за независимость Башкортостана, предлагали какие-то свои идеи. К сожалению, нету таких. Я жду, когда появится. Я надеюсь, что они появятся. Надеюсь, что скоро появятся и новые имена. По крайней мере, все к этому идет. Мы ведем переговоры. Но пока я один. Открыто я имею в виду, говорю. А так, на самом деле, у нас команда, которые просто пока не хотят светиться. Вот. И отправляя помощь, финансовую помощь, вы помогаете всем нам. Спасибо большое. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр. Осрашканга тиклем